улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мужчина снимает видео, а записи выкладывает в интернет. Павел Мельников. Подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Никто бы и не узнал о проделках, если бы он сам не снимал все на камеру и не выкладывал это в интернет. Вот и школе конец, вот и школе конец. Все дерьмо позади, все дерьмо позади. Вот и взрослая жизнь, ну, мамуля, держись, я готова тусить. Все 11 лет, все 11 лет. Я страдала не зря, я страдала не зря. Ведь сегодня можно все, даже письку и бухло, нахуй учителя. А я сегодня напьюсь и кому-нибудь дам, а потом блевану, и полезу в фонтан. А я сегодня напьюсь, потеряюсь в кустах, а тому, кто найдет, обязательно дам. Ведь это мой выпускной. При этом в полиции на него ни одного заявления. Агрессивное поведение, мат через слово, на его пути лучше не попадаться. Я верчу игру, как хочу. Эй, кисяка, ты мне должен за мимасы проблям. По полицейским сводкам уже дважды привлекался к ответственности, но заключение избежал. Был направлен на принудительное лечение. В психоневрологической клинике провел всего месяц. Видимо, врачи решили, что он здоров. Кстати, я курю траву, сука, я курю траву. Если ты не понял, сука, я пиздец курю траву. А еще я курю и продаю. Кстати, я уже сказал о том, что я курю траву. Я вхожу в эту суку, бляу, рифмую пиздато, бляу. Они все такие, бляу, я гений, базарю, бляу. Я делаю все, что хочу, курю, продаю и курю. Продаю и курю, продаю, да я говорю про траву. Когда я буду президент, то солдаты вместо чести будут отдавать мне дэр. Да ты ни о чем, вы мне ни почем. Вам не поможет даже гениальный ход конем. Какой водяры больше, только кодеин. И не будет больше по кустам ебучих выпускник. Леха, время золотой эпохи. В моем поведении Леха. Кто не качает, то собчак тоже ложки. А это Леха гэнг, это молодая. Обрадуем мою мамочку. Посмотрим, понравится ли ей моя новая татуха. Я думаю, да. Предвкушая реакцию общественности на творчество сына, мать просит его снова пройти лечение, даже не подозревая, что сын снимает и ее. Это так навсегда? Я все ожидаю от него, все. Ты меня даже бить не будешь? Нет, конечно. Ты прочитал, прежде чем делать? Да зачем? Это же просто число. А чего не могли отговорить его? Многим людям хорошо известно, что 3 шестерки – число дьявола и воплощение сатаны. Наряду с пентаграммой и перевернутым крестом. Пентаграмма, перевернутый крест, 3 шестерки. Слушай, солнце, Бог вперед. придется в церковь тебя вести. Правда, за что именно его задержали, не уточнили. Возможно, и в этот раз ему удастся избежать наказания, если его опять отправят на принудительное лечение.